В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Абхазия готовится выбирать парламент. 26 марта повторное голосование по выборам кандидатов Народного собрания. Абырлаш распахнул свои двери. В Гудауте после капремонта открылся детский садик. Как уберечь детей от пагубных игр в соцсетях? Специальный репортаж программы. В воскресенье 26 марта в Абхазии пройдет повторное голосование по выборам депутатов Народного собрания. Голосование пройдет в 22 избирательных округах по всей стране. В каждом из них на депутатскую должность претендует по 2 кандидата, получивших наибольшее количество голосов в первом туре. На этот раз победителю достаточно будет набрать простое большинство голосов избирателей, пришедших на избирательные участки. Согласно выборному законодательству, при повторном голосовании порог явки избирателей не учитывается. Что касается еще одного избирательного округа, Гудаутского 17-го, то там, согласно решению Центральной избирательной комиссии, 14 мая состоятся повторные выборы кандидатов в депутаты парламента. Собрание судей приняло обращение к президенту Республики Абхазия с просьбой обязать соответствующие компетентные органы республики в возможно короткие сроки приступить к исполнению требований статьи 173 Закона о судебной власти, согласно которому обязанности по охране помещений судов, обеспечению общественного порядка в судах и пресечению фактов проявления неуважения к суду возлагаются на судебных исполнителей и органы внутренних дел Абхазии. Судейское сообщество обращается к президенту с просьбой взять на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту умышленного уничтожения личного имущества судьи Верховного суда Тимура Шония, мотивом которого является его профессиональная деятельность, связанная с отправлением правосудия. В Гудауте на месте бывшего военного аэродрома времен войны идет строительство памятника погибшим летчикам в Великой Отечественной войне и Отечественной войне народа Абхазии. Строительство памятника началось не так давно. В инициативную группу по созданию памятника входят и ветераны войны. Сария Смыр продолжит тему. Памятник защитникам неба Отечества будет установлен на этом месте недалеко от Гудауты. Место установки памятника было выбрано не случайно. Во время боевых действий здесь был оборудован аэродром. Работы по установке обелиска уже начаты. Место огорожено, фундамент залит. Памятник планируется поставить уже ко Дню Победы 30 сентября. Честно говоря, это должно было быть уже, может быть, но, к сожалению, в силу ряда причин не получалось. По сей день, создалась, так сказать, инициативная группа в лице командования ВВС Абхазии, руководство РУП, Абхазские авиалинии. И вот таким образом мы решили увековечить память о наших друзьях. Это герои, это Олег Чанба, который непосредственно взлетел с этого аэродрома и не вернулся. Был такой Атар Сирадзе, который погиб в Гаграх на мотодельтаплане. И так далее. Аркаша Авицба. Работы ведутся. И, в принципе, скажем так, четверть уже работ выполнена на нулевом где-то уровне. Значит, на сегодняшний день там больше 5 тонн арматуры там и более 60 кубов бетона уже залито. И если будет, так сказать, благоприятно все, то планируем открытие к Дню Победы. Идея об установке памятника принадлежит ветерану Отечественной войны Джамалу Хагба. Получив поддержку местных властей, собрав необходимые документы, инициативная группа незамедлительно начала строительство. Необходимо отметить, что разрешение о строительстве памятника также было получено от специальной комиссии по монументальному искусству, созданной при Министерстве культуры. Идею поддержали и сотрудники штаба военно-воздушных сил Абхазии. Это для молодежи. Мы хотим, чтобы молодежь, наследие знала, кто защищал ихнюю свободу и кто защитил их на сегодняшний день. И это будет общее, мы считаем, что это правильно. И когда там будут написаны фамилия, имя, дата, его должность, каждый человек, подойдя туда, для себя будет делать выводы, что эти люди тоже хотели жить, этим людям там начинается от 18 лет, возраст. Они все хотели жить, но ради свободы, что они не пожалели самое дорогое, это собственную жизнь.
Около 40 летчиков, выходцев из Абхазии, погибли во время Великой Отечественной войны, исполняя свой воинский долг. Среди них есть и герои Советского Союза. Подвиги многих из них являются примером мужества для подрастающего поколения. Конечно, этот список нельзя считать полным, ведь в военном архиве не обо всех героях собрана информация. Собрать списки летчиков, участников Отечественной войны народа Абхазии оказалось еще сложнее. Но инициативная группа работает над этим, ведь очень важно не пропустить ни одного имени. И именно поэтому они обращаются к семьям погибших с просьбой удостовериться, что имя их родственника есть в списке. Конечно же, больше всего нас волнует именно списки, особенно тех участников войны 41-45 год, которые очень сложно определить. И мы нуждаемся в этой помощи через родственников. То, что знает, что, какие материалы кто имеет, обратился, дабы кого-то не обойти. Это будет несправедливо. Архитектурные чертежи уже составлены. Авторы приняли решение поставить здесь памятник в виде самолета, что весьма символично. По бокам будет место для записи имен самих летчиков. На строительство памятника уходит порядка 2 миллионов рублей. При этом инициативной группе помогает множество организаций, в том числе и коммерческих. Сарья Смыра, Стамур Гожба, Адам Ирджения, Абхазское телевидение. Между Государственным комитетом по репатриации Абхазии и Международным объединением содействия развитию абхазо-абазинского этноса Алашара было подписано соглашение о культурном взаимодействии. Как известно, большое количество потомков абхазских махаджиров проживает на территории Кабардино-Балкарии. Многие из них помнят о своем происхождении и даже сохранили абхазские фамилии. Об исторической памяти, о сохранении языка и традиций, проблеме получения абхазского гражданства кабардинских абхазов и многом другом вы узнаете из интервью представителя Международного объединения содействия развитию абхазо-абазинского этноса Владимира Пшенокова. Интервью смотрите сразу после выпуска новостей, сейчас небольшой отрывок из него. Как расселялись абхазы, когда вот массово переселялись в Кабардино-Балкарию? Где места компактного их проживания? На данный момент очень компактного проживания, скажем так, это Зольский, Баксанский район. Это самые практически большие районы в Кабардино-Балкарии. Вот они практически заселены именно абхазами и абазинами. Встречаются и убыхские рода также. А есть ли кто из них сохранил абхазский язык? Это, наверное, люди старшего поколения, да? И есть такие люди, встречаются, их очень мало осталось на самом деле. Десяток можно набрать по всей территории Кабардино-Балкарии. После капитального ремонта распахнул свои двери детский сад Абырлаш в Гудауте, который должен был вступить в строй еще несколько лет назад. Но из-за нарушений норм строительства пришлось вложить солидные средства, чтобы он соответствовал всем стандартам дошкольных учреждений. С открытием садика детишек, их родителей и воспитателей поздравили заместитель главы администрации района Вианур Тания и заведующая районным отделом образования Инна Джугелия. Просторные и светлые помещения садика радуют глаз. Восстановительные работы выполнены качественно и, что немаловажно, со вкусом. Для детишек созданы все условия для полноценного обучения и отдыха. Прекрасные условия, вы видите, новый современный сад с прекрасной инфраструктурой, светлые комнаты. У нас тут актовый зал, у нас тут спортзал со всеми необходимыми условиями для занятий детей. Тут есть специальные залы для занятий дополнительных танцами, музыкой. Праздник сегодня для многих жителей нашего города, потому что очень долго ждали этот праздник. И хочется пожелать всем детям мира, добра, процветания, самое главное, счастливого, безоблачного детства, чтобы с каждым годом увеличилось количество детей, желающих пойти в детский сад, но при этом каждый родитель был уверен, что его ребенок попадет в такой же красивый, светлый, современный детский сад, как наш. Управление образования столичной администрации планирует инициировать официальный запрет использования учениками смартфонов в школе. Об этом и не только шла речь сегодня на общем собрании представителей Министерства образования, директоров школ, учителей, прокуратуры, милиции, психологов и, конечно, родителей школьников. Особую обеспокоенность педагогического сообщества вызвали так называемые группы смерти, существующие в социальных сетях интернета. Предлагались меры предостережения и ограждения детей от пагубного влияния соцсетей. Подробности в специальном репортаже Ренаты Шакая.
соцсетях России в конце января, начале февраля стали появляться многочисленные посты о новой опасной виртуальной игре среди подростков «Синий кит». Российские СМИ подхватили тему, констатировав, что явление действительно существует. Игру называют возрождением так называемых групп смерти, которые сполошили общество в прошлом году. Организаторы игр, как сообщалось, были разоблачены и задержаны правоохранительными органами. Как выясняется, игры с подростками в соцсетях после ареста администраторов суицидальных игр не только не прекратились, а вышли на новый уровень. Так что это за «Синий кит» и почему вокруг него такой ажиотаж? Новую игру, а точнее посты в группах в соцсетях сопровождают странные картинки с китами, плывущие в океане с хэштегами «Синий кит», «Разбуди меня в 4:20». По большому счету, это одна и та же игровая модель. Особенное распространение таких хэштеги получили в России и некоторых странах ближнего зарубежья. Установлено, что доступ к этим группам строго ограниченный, предоставляется администраторам, подобно членству в закрытом клубе. Вступивший в группу смерти ребенок исполняет на первый взгляд безобидные задания, которые даются администраторам этой группы. На самом же деле несовершеннолетний оказывается в психологической ловушке. В сообществе смерть пропагандируется, а организаторы группы следят за поведением юных пользователей и предлагают им новые и новые задания, за отказ от выполнения которых грозится исключение из группы, либо начинают поступать угрозы о физической расправе их близких родственников. Хочу сказать, что сегодняшнее наше совещание, которое мы сегодня здесь организовали, направлено на то, что директора школ, воспитатели школ, психологи должны провести совещание с родителями, не с подростками, то есть с родителями, провести совещание на то, чтобы психологи выявляли таких сложных детей. После того, как на территории нашей страны начала активно распространяться информация о том, что и до нас дошла игра «Синий кит», Министерство образования незамедлительно начало предпринимать все возможные меры. По мнению начальника управления образования столичной администрации Людмилы Адлиба, вся проблема в том, что многие дети лишены родительского внимания и ищут его на просторах интернета. 14 февраля мы получили письмо от Министерства образования, подписанное министром образования, с таким содержанием. С целью обеспечения реализации на ограничение доступа обучающихся к видам информации, распространяемым посредством сети интернет, причиняющий вред здоровью и развитию детей, а также содержащий информацию, не соответствующую задачам образования, Министерство образования и науки направляет письмо для руководства и исполнения. Мы сразу же собрали руководителей школ, обсудили, раздали эти письма, и они работают. Работа соответствующая ведется. Но, как видите, есть информация о том, что дети все равно пользуются. Наши дети ограничены в общении. Дома, особенно дома, родители должны знать, чем занимается их ребенок. Вот если он много часов проводит, закрывшись у себя в комнате и пользуется интернетом, нужно просматривать его страничку. Не существует определенной категории детей, подверженных влиянию подобных игр, говорят психологи, но дают советы о том, как с этим справиться. Психопрофилактика, именно на эту тему я занимаюсь с 5 по 11 класс. И хочу вам сказать, что действительно все дети знают об этой игре, ни для кого это не секрет. Когда я начинаю говорить, на какую тему мы сегодня беседуем, я говорю о том, что эта тема касается игромании. Они сами спрашивают, это связано с игрой «Синий кит», то есть это на самом деле не секрет для детей, они все это знают. Но дело в том, что под это влияние попадают не все дети. Говорить, что все дети в это играют и все подвержены суициду, это неправда. Суициду подвержены дети с определенной нервной системой, с неустойчивой нервной системой. Это первое. Второе, это, конечно же, мы должны интересоваться чувствами ребенка, с кем он дружит, какие у него интересы. Часто под это попадают дети мнительные, дети ведомые. Они элементарно должны быть информированы. И
правда, они должны быть в живом контакте с родителями, с друзьями. У нас есть дети с нестабильной нервной системой, с определенными особенностями психики. И об этом знаем не только мы, но и родители тоже. Если родитель знает, что у его ребенок со слабой нервной системой, то есть он уже должен быть начеку, и эти дети находятся в зоне риска, поэтому всегда нужно обращаться к специалистам. Директоры и учителя школ убеждены в том, что если бы в школьных учреждениях запретили бы детям пользоваться телефонами, поддерживающими интернет, то, во-первых, ряд вопросов дисциплины в школах был бы решен, а во-вторых, у детей не было бы возможности во время урока, да и на переменах выходить в интернет. Если бы какое-то решение единое, вот родители собрались в одном классе, постановили, смотрю, на следующий день все дети, они хотят же контролировать, где находятся их дети. Принесли все дети простые телефоны без интернета. Тем не менее, в этом же классе, смотрю, 2-3 человека все равно опять с смартфонами. Если бы единое какое-то вот принять постановление о запрете смартфонов в школе, то есть тех телефонов, которые могут быть подключены к интернету, то, может быть, частично эта проблема была бы решена. Только, если хотят, извините, первоклашки бегают, iPhone 7, iPhone... Зачем этому первокласснику такой телефон, который он теряет, разбивает и так далее? И потом у нас начинаются тоже неприятности. Мой ребенок потерял дорогой телефон. Зачем давать эти дорогие телефоны детям в школу? Помимо социальной игры, «Синий кит» общественность обеспокоена продажей жевательной резинки, запрещенной для реализации на территории России. По сути, сама жвачка не угрожает здоровью ребенка, но поручения, указанные на обертке каждой пластинки, такого же характера, как и в игре «Синий кит». В каждой обертке расписано задание, которое должен сделать подросток. О том, как попала в Абхазию снятая с продажи в России жевательная резинка, еще предстоит выяснить. Но сейчас не об этом. Компетентные органы сообщают местным предпринимателям, чтобы они убрали с полок запрещенную жвачку. После предупреждения начнется проверка всех торговых точек на территории Абхазии. Что делается для того, чтобы изъять? Вы знаете, что интернет интернетом, жевательную резинку ребенок покупает, а здесь поэтапно идет. Вы знаете, к чему в конечном итоге приводится, по телевизору показывали, в России изымают. Вот, завозили через границу. Многие родители все проблемы связывают со школой, даже в тех случаях, где они сами должны нести ответственность за своих детей. Злосчастная игра «Синий кит» начинается в 4:20 утра. И если даже ребенок рискнет в нее сыграть, то это произойдет за пределами школы. Учителя могут контролировать в школе детей, если ребенок пришел на урок, конечно. Бывают, дети пропускают, но это уже беда не учителей, не родителей, правильно? Не школы. Мы проводим внеклассные беседы, проводим классные часы с детьми. Конечно, мы не можем говорить об этой ситуации с детьми, но поверхностно как бы затрагиваем эту тему. Но что касается учителей, все сбросить на педагогов и на дирекцию школы, это неправильно, я считаю. Родители немножко должны обратить внимание на своих детей. Каждый родитель знает психику своего ребенка. И потом все говорить вот на «Синий кит» там, да, есть дети странные, по сути, правильно? Как знает мама и папа, не знает никогда учитель. У нас вот психолог ходит, слава богу, на уроки, проводит с ними беседы, работает с детьми. Если мы приглашаем на собрание классное, бывают родители 15-10 человек, да, Валентина Афанасьевна? Да. Одни и те же родители. А других даже не интересует судьба их детей. Зная менталитет нашего народа, сложно сказать, обратятся ли родители в случае чего за помощью к специалистам, к детским психологам. Но если вдруг ваш ребенок потерял интерес к учебе и занимается глупыми, на ваш взгляд, вещами, например, слушает депрессивную музыку целыми днями, пора бить тревогу. Рената Шакай, Саида Гухава, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение. Новый медицинский пункт вместо старого. В день Международного дня борьбы с туберкулезом в Сухуме после реконструкции открылся противотуберкулезный амбулаторный пункт. Оснащенный по стандартам Всемирной организации здравоохранения кабинет, по мнению врачей, будет содействовать более успешному лечению пациентов. Подробности у Нисфы Аршба.
Сегодня сложно представить, как это помещение выглядело всего несколько месяцев назад. Делать капельницы здесь было просто опасно, да и невозможно. Вместо столика для медоборудования и лекарств – старый стул. Вместо штатива – гвоздь в стене. Это амбулаторный пункт Сухум-2. Тут у нас лечатся больные, лечились и лечатся после больницы, которые длительное время находятся тут на лечении. Раньше этот пункт, конечно, неузнаваемый стал сейчас. Амбулаторный пункт посещают 16 пациентов, из них 4 со сложной формой туберкулеза. Среди больных есть и дети. Светлана Камке уверена, что увидев, насколько улучшились условия, пациенты будут приятно удивлены. В данное время с пациентами работаем как бы на САД-программе, которые в 2 недели раз приходят больные, а вот другие, эти, которые каждый день ДОЦ под прямым наблюдением медперсонала принимают. Делают капельницы, вот здесь вот лежат по 2 часа. И мне кажется, увидя то, что для них, они и так бедные, очень длительное лечение лечатся, и им очень тяжело это все переносить. И когда они увидят такие условия, они тоже к своему лечению более добросовестно отнесутся. На плачевное положение медпункта обратила внимание общественная организация «Амра-2014». Совместно с программой развития ООН в рамках проекта «Горизонты» они отремонтировали помещение и приобрели необходимую мебель. На сегодняшний день вот данный пункт, он отвечает всем санитарно-гигиеническим требованиям и стандартам ВОЗ. Когда начинался ремонт этого амбулаторного пункта, совместно с замминистром Баталом Ривазовичем мы обсуждали, в каком формате и в какой форме должен находиться данный амбулаторный пункт. И мы пришли к мнению, что мы будем придерживаться стандартам Всемирной организации здравоохранения и предусмотрели все необходимые меры. Но придя в такой пункт и увидя такое обслуживание со стороны медперсонала, я думаю, они задумаются о том, что в действительности их здоровье прежде всего в их руках. А мы как поддержка, помощь, и мы всегда будем стоять рядом. Туберкулез – глобальная проблема, и с этим недугом борется весь мир. Проект «Горизонты», реализуемый программой развития ООН при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию, создает предпосылки для полноценного амбулаторного лечения пациентов. Для меня очень большая честь быть с вами сегодня. От имени Организации Объединенных Наций и ПРООН, программа развития Организации Объединенных Наций, в Всемирный день борьбы с туберкулезом. Лечение больных туберкулезом – длительный процесс, и очень многое зависит от желания пациента выздороветь. И когда ему в помощь создаются условия, это только радует. Сегодняшнее событие, которые мы хотим отметить и за которые хотим поблагодарить наших коллег не только из международных организаций, с которыми мы очень долго уже и плодотворно сотрудничаем, но и наши абхазские общественную организацию Амра-2014, которая также является большим помощником, в частности, Министерства здравоохранения, в социальных вопросах, касающихся борьбы с туберкулезом. Мы уверены в том, что это первый, значительный и такой хороший, добрый шаг для того, чтобы всемирно оказывать помощь в борьбе с этим заболеванием. В настоящее время в районах Абхазии работают 8 противотуберкулезных амбулаторных пунктов. Общими усилиями планируется реконструировать еще 3 из них, которые находятся в довольно плачевном состоянии. Нисфа Аршба, Тимур Гогохи, Абхазское телевидение. Сегодня в Сухуме, в парке напротив Абхазского государственного музея, прошла выставка, посвященная одному из старейших народных праздников абхазов – Хойшкыра. Мероприятие привлекло большое количество жителей и гостей столицы.
Хуайфкыр – один из самых древних, хорошо сохранившихся до наших дней абхазских традиционных праздников. Хуайфкыр – это обряд моления богу Айтар, многоликому богу обновления природы, плодородия, размножения и скотоводства. Хуайфкыр отмечается в марте, как правило, в домашней обстановке, когда вся семья собирается у очага. Идея отметить этот день у музейных работников возникла не просто так. Мне такая идея возникла вот именно Хуайфкыра, потому что она более известна, его можно вынести из двора на массовое рассмотрение. Да, вот, очень интересно. Во-первых, эти конусообразные жертвенные лепешки, они не везде, не у всех народов, и они у нас очень хорошо сохранены. Божество плодородия приносит жертвенные лепешки конусообразной формы, ахожа, от чего сам обряд и получил свое название. Их количество зависит от числа членов семьи, по 3 на каждого. В одну из них кладется сучок из фундукового дерева. Тот, кому достанется этот сучок, считается счастливым человеком. И в этом году ему будет сопутствовать удача. На выставке также можно было увидеть ручную мельницу, самодельные деревянные качели, корзины ручной работы и куклы, собранные руками студентов Сухумского художественного училища. 2-3 недели прошло, как мы работали над этим. Было сложно, но мы справлялись, конечно. Очень сложно, это вышивка такая. И вот так вот здесь мы так проводили, так мы шили собственноручно. Все ручную мы все это делали. В качестве напитков на праздничный стол ставится неограниченное количество медовой воды – ацхадзюа, а харцшидзюа – кислое молоко, разбавленное водой. Во время моления также готовят специальные жертвенные лепешки – символы в виде месяца, солнца, ступки и деревянного молота. Молельщик обращается с просьбой к Всевышнему, чтобы милость и щедрость посыпались на его семью, чтобы великая воля великого божества дала им силы и здоровье, приумножила урожай и создала благоприятные природные условия. На Алакове Алексея Гухава, Абхазское телевидение. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в субботу в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. В воскресенье ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха ночью плюс 4-6, днем плюс 13-15 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.